Общественная организация «Новый курс» была создана еще в 2023 году, однако тогда ее инициаторы решили обойтись без публичной презентации. Теперь же, в марте 2025 возникла такая потребность. Фундаментальной причиной, побудившей нас создать общественную организацию под названием «Новый курс», стало ясное представление о том, что наша республика переживает непростой период, по всей видимости, подойдя к определенному историческому этапу в своем развитии. Непрекращающееся внутреннее противостояние, множество негативных тенденций, проявляющихся в разных формах, привели нас к кризису во многих сферах жизни, что, конечно же, вызывает тревогу за будущее нашего народа и государства. В этой связи, как нам представляется, назрела необходимость переосмыслить пройденный после окончания войны период, определить причины кризиса и наметить пути выхода из него, поскольку сам по себе кризис никуда не денется. Костяк организации – группа членов Общественной палаты 6-го созыва. Почти все они присутствовали на презентации нового курса. Конечно, мы будем предлагать свое видение решений, и никаких претензий на истину в последней инстанции у нас нет. Другое дело, что у нас есть какие-то свои представления о том, как должно развиваться государство и общество. По нашему глубокому убеждению, вот те кризисы, очевидцами и участниками которых мы являемся последние десятилетия, они как бы со всей очевидностью говорят о необходимости серьезной корректировки курса. Лейтмотивом предложений нового курса можно назвать реформирование политической системы. Именно о конституционной реформе говорил каждый выступающий общественный деятель. Прежде всего о конституционных реформах. Это как такой основной пласт, который за собой потянет все остальные, так скажем, сферы нашей жизнедеятельности. Но я хотел бы тут остановиться на том конкретно, что касается вообще экономической сферы. Развитие самой экономики, вообще в принципе реформа экономической системы невозможна без реформирования самой Конституции, о которой мы говорим. Что дает реформа Конституции? Реформа Конституции прежде всего дает нам возможность осуществлять более прозрачную, более качественную, более, так скажем, эффективную систему государственного управления. Членов организации «Новый курс» поприветствовала секретарь Общественной палаты Гули Кичба. Такой вот толчок к тому, чтобы сегодня презентовать, конечно, дала и работа в Общественной палате. Этот опыт, они очень серьезно, эта комиссия проработала, приглашала экспертов, приглашала очень заинтересованных лиц, неравнодушных, в том числе здесь присутствующих, которые давали им поддержку в этом вопросе. Все мы знаем, что мы действительно нуждаемся в реформах, очень серьезных, политических в том числе. Конечно, некоторые, в том числе и я бы хотела, конечно, чтобы выборы все-таки не состоялись вот так скоропалительно, а хотя бы год можно было подготовиться. Возможно, и эта комиссия, и эта группа предложила бы парламенту два серьезнейших таких законодательства в выборной системе. Может быть, мы более спокойно пришли бы к выборам. Это мое личное мнение. Но, несмотря на это, назрело, чтобы в лице вот этих молодых людей, которые так прогрессивно думают, которые переживают за наше государство, чтобы оно и дальше не проваливалось в этом политическом кризисе, и уровень этот вот политически поднять. На вопрос гостя презентации, есть ли в планах преобразовать общественную платформу в политическую, инициаторы нового курса ответили, что пока рано об этом говорить и нет возможности заглянуть в будущее. Элеонора Гилаян, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ.